Добрый день, дорогие слушатели. Мы записываем очередной подкаст вместе с Батразом Сидамоном и Сосланом Джусоевым. Нас очень просили что-нибудь сжато, коротко об итогах выборов и ожиданиях относительно нового президента. Поэтому, Сослан, коротко итоги выборов, как они, на твой взгляд, прошли? Добрый день. Коротко итоги выборов. Я, наверное, процитирую вчерашний отличный текст нашего друга Олега Гаглоева, который написал коротко и ясно, что народ Южной Осетии еще раз показал, кто является в республике носителем суверенитета. Вот и все. Были выборы, в результате которых народ сменил власть, которая его, очевидно, не устраивала. Вот и все итоги. У нас входит в хорошую традицию сменять власть, которая нас не устраивает. Это прекрасная традиция. Более того, вот этот механизм, который у нас в Южной Осетии есть, именно сменяемости власти в результате понятной процедуры, он является основополагающим и для развития республики как таковой, потому что какая бы хорошая у вас ни была конституция, законы и все прочее, если нет реально работающего механизма сменяемости власти, то все это не имеет никакого смысла. Вот у нас он, слава богу, пока есть. Я надеюсь, эта прекрасная практика распространится на ближайшие народы. Батраз, что ты думаешь о итогах выборов? Я прежде всего хочу поздравить народ Осетии и Северной, и Южной с этим событием. Это событие позитивно не только с точки зрения того, что механизм сработал, но и с точки зрения того, что ушел плохой режим ушел. Там действительно были использованы все методы для того, чтобы остаться у власти, и законные, полузаконные, незаконные, все было использовано, все. Была использована грязь, была использована всякие технологии манипуляции, привлекали экспертов из Москвы, экспертов там. Короче, все. Оплаченный телеграм-канал, было просто буквально все. При предыдущих режимах тоже было все буквально. Поменялось. Чуть-чуть поменялась ситуация. Мне кажется, что это были, может, Суслан поспорит со мной на эту тему, что вот эти выборы, это были выборы, на которые пристально смотрели из Северной Осетии. И что прям такого пристального взгляда, мне кажется, если и было, то, может, вот в 2011 году, и то потому, что там какой-то хэппининг происходит. Но вот системно в течение 2 лет, где-то 2-3 лет, чтобы так активно наблюдали за всем, что происходит в Южной Осетии, здесь, на севере, мне кажется, это впервые. Это там несколько таких основополагающих кейсов. Это и дело Джабиева, это и вопрос Цнелиса. И за этим здесь активно смотрели и активно участвовал Север в этих событиях. Общественники ездили на юг, депутаты городской думы ездили на юг. Все, это же еще и пандемия на это наложилась, и ту роль, которую тоже и Север, и представители Северной Осетии сыграли в том, чтобы бороться с ситуацией с коронавирусом в Южной Осетии. Все это сыграло вот свою роль. И мне кажется, это очень-очень позитивно для будущего нашего народа. Я чуть-чуть с тобой не соглашусь в плане того, что информационные технологии всегда были довольно грязные, всегда привлекались какие-то казачки из России, которые выдавали просто контент, который не понимало население. Но я, например, наблюдал какой-то жесткий правовой беспредел. То есть, когда там документы, суды закрывают глаза на документы, когда бумажка, она просто стала бумажкой, есть конкретное решение одного человека, а все остальное бумажка. То есть я сейчас не буду оправдывать косяков у предыдущих президентов тоже было много, но они хотя бы формально пытались как-то прикрыть свою позицию. А в эти годы мы наблюдали, когда мы тебя не пустим на выборы, все. Почему? Потому что. И тебе никто ничего даже доказывать не будет. Просто мы тебя не пустили. Там у тебя счета открытые, но на них по 0 рублей висит, но нам все равно, мы тебя не пустим. Формальное основание. Я еще 2 вещи добавлю, о которых я забыл, перечисляя факторы. Это вопрос армии, который, опять же, здесь сыграл такую роль. Вдруг стал актуальным. Да, вдруг стал актуальным и сыграл тоже не в пользу режима. И важный фактор, который отличает выборы 2022 года от выборов 2011 года, это то, что информатизация населения, интернетизация и так далее, она выросла в разы.
Сейчас общество гораздо более вовлечено чуть ли не в режиме онлайн, то, что происходит. А в 2011 году это все же это было не так активно. Все-таки хороший, качественный интернет в каждом телефоне, это сильно поменял правила игры. Мгм. Суслан, такой вопрос. Ну, вот 3 важных пункта, которые стали причиной поражения Бибилова. Это дело Джабиева, это Ацинелис и армия. Вопрос, что новому президенту делать? Вот ему сейчас надо за них наскоком за эти вопросы браться или хотя бы просто обозначить свою позицию будет достаточно? Ну, во-первых, пунктов было намного больше. Ну, это На такие самом- 3 да, основополагающих. на самом деле. Знаете, вот в чем, что называется, проблема. Вот ты перечислил 3 вопроса, Мгм. очень важных вопроса, которые на самом деле волнуют каждого жителя Осетии, и Южной, и Северной. Но республика наша, она находится вот не просто в каком-то сложном положении, я его оцениваю как критически сложное. И вот выделить какую-то одну проблему, с которой начать, ну, вот я даже не знаю. Естественно, вот по делу Джабиева это общественный запрос, и это дело надо будет решать. То есть нужно будет, наконец, обеспечить справедливое расследование случившегося и наказать всех причастных к нему, вне зависимости от того, какие они тогда должности занимали. Это важно для будущего республики. Я считаю приоритетным, конечно, вопрос восстановления вооруженных сил. Мы видим, что происходит. Вот вся эта кампания, она же еще проходила на фоне известных событий на Украине, которые продолжаются до сих пор. И я думаю, что сейчас уже все поняли, что наличие своих вооруженных сил, наличие своего силового ресурса в Южной Осетии это не блажь какая-то, это императив, это необходимость. И у каждого нового президента бывает вот некое такое окно возможностей. Вот первое время, когда вопросы, которые, скажем так, не решались годами, их можно бывает там решить, их можно бывает обговорить в Москве, можно бывает получить соответствующую поддержку. У каждого нового президента бывает априори это высокий кредит доверия населения, ну, там первые там, полгода, год. И вот в течение какого-то короткого промежутка времени нужно вот ряд проблемных позиций закрывать Алану Эдуардовичу, потому что времени на самом деле потеряно очень много, и вот все те проблемы, о которых мы говорим, их нужно было, вот, грубо говоря, решать вчера, позавчера. Сейчас они просто висят на нас каким-то вот тяжелым грузом. Я вообще думаю, что это вот пятилетка, да, которая вот сейчас у нас будет, это, по-моему, последний шанс Южной Осетии сохранить свою государственность. Ну вот у меня, не обижайтесь, пожалуйста, такой очень пессимистичный прогноз, но я думаю, что если здраво прикинуть, что и как происходит в этом мире, то если государственность не будет заново выстраиваться, то мы просто лишимся этой государственности. Государственность — это прежде всего идея. Вот на самом деле государство — это идея, и, наверное, и Осетия — это в некоторой степени идея. И нам ее сейчас нужно не то что заново придумать, но вдохнуть в нее новую жизнь, потому что эта пятилетка, я думаю, она вообще будет переломной для всей Осетии. Для всей Осетии. Мы видим, что происходит вокруг. Нельзя рассматривать события, которые у нас происходят, в отрыве от того, что происходит в регионе и в мире. И вот если мы за эти 5 лет сейчас не выстроим свою субъектность, если вот мы с первого дня не начнем именно двигаться вот стратегически в этом направлении, выстраивание субъектности, накачивание нашей субъектности, речь о вооруженных силах, нам там нужно госслужбу реформировать, реформа правоохранительных органов, экономика, важнейший вопрос, и так далее. У меня, например, в моем телеграм-канале, когда я писал о выборах, и мне постоянно писали, о какой независимости Южной Осетии может быть речь, если у вас из 9 миллиардов рублей, выделяемых Россией, 8, точнее, из 9 миллиардов бюджета 8 выделяются Россией. Бюджет поменьше, но это, скажем так, аргумент весомый, да, с ним нельзя. Да, то есть у этой самой остинской идеи должна быть какая-то экономическая база. А без экономической базы как? И еще, знаете, вот какой ценный урок нужно извлечь из всего этого. С 2008 года по 2020, когда пандемия началась, да, вот эти 12 лет, сейчас мы понимаем, что это был очень благоприятный период.
Это был благоприятный, спокойный период, когда вот все было хорошо. Тогда-то нам так не казалось, но сейчас мы это понимаем. И вот время — это самый ценный ресурс. Вот очень много времени было упущено. Я Очень вспоминаю много. этот такой скетч, где два охранника говорят: как думаешь, когда хорошие времена настанут? Так они уже были. Как были? А я не знал. Ну, сказали, что они уже были, хорошие времена. Сейчас уже сложные времена. А что не предупредили? Вот сейчас такая ситуация. Тут еще надо добавить то, что новому президенту придется действовать в условиях жесточайшей оппозиции, потому что это была победа, но победа ситуативная. Все еще партия Бибилова сохраняет большинство в парламенте, и это будет продолжаться еще 2 года. И, естественно, парламент станет опять трибуной борьбы с президентом, как уже было один раз. Да, как при Тибилове было. Да. Кстати, вот, да, И вот это помогло Бибилову в итоге прийти к власти. многие вот как-то рано со счетов списывать Бибилова. А кто его со счетов списывает? Ну, вот в разговорах его как бы уже нет. Нет, я с Батразом тут совершенно согласен. Ну, Алан Эдуардович столкнется с определенным набором проблем во внутренней политике точно, которые нужно будет решать. Во-первых, как вот Батраз верно указал, у партии «Единая сеть» до сих пор большинство В в парламенте. парламенте, но они же никуда не делись. И, скорее всего, они будут в жесткой оппозиции к новому президенту. С этим тоже надо будет работать с парламентом. Важнейший вопрос — это кадровый вопрос. То есть вот у населения, на самом деле, это вот люди в комментариях пишут, вы наверняка заметили оба, что все обращают внимание на то, что вот нужна хорошая команда, Ну, грамотная команда. Все на это указывают. вот Алану Гаглоеву предстоит встретиться с Путиным, правильно, в ближайшее время? Ну, Да, у него же должны быть какие-то тезисы, особенно в экономические тезисы, сформулированы. должны быть не тезисы, должен быть там набор готовых решений. Ну вот, Просто набор готовых решений, который отражает видение развития государства. И вот возвращаясь к тому, что я говорил до этого, вот сейчас вот это окно возможностей есть. Сейчас вот эти идеи можно будет, что называется, просто кто эти реализовать. идеи-то сформулирует? Ну, это вопрос не к нам, наверное. Я думаю, Алан найдет кого-нибудь. Ну вот проблема в том, что ты видишь, Алан найдет кого-нибудь. Вот кого-нибудь — это не самое Нет, лучшее ну решение в этом это вопросе. задача же любого президента, формирование грамотной команды. А человеческий ресурс есть для того, чтобы ее сформировать? Есть, почему нет? Из тех, кто ныне в Южной Осетии. А зачем обязательно из тех, кто ныне в Южной Осетии только? Да, во-первых, зачем? У Во-вторых, нас Осетия от Скинвала до Моздока, выбирай любого. ну и очень много ребят из Южной Осетии, которые находятся за пределами даже Моздока. Да, тоже верно. И я думаю, Они что в другом крупнейшем осетинском городе, в Москве. Пускай, да. в Москве, да, поэтому при желании, понимаете, в чем дело? У нас там социум, он такой небольшой. И для того, чтобы вот как-то фундаментально что-то поменять, ну, не нужно команды из 1000 человек, понимаете? То есть вот на самом деле нужно подобрать там 20, 30, 40 там, нормальных ребят. Это уже можно, с этим уже можно работать, и это уже окажет влияние на ситуацию. Ну вот меня последние дни журналисты спрашивают, обращаются за комментарием, чего ждут от нового президента. Я вот такой тезис скажу, вы вот отреагируйте на него, что Алану в каком-то смысле повезло, что от него глобально не так много ждут, потому что он был именно протестный кандидат. Вот насколько высоки ожидания к Алану? Нет, мне кажется, от него ждут как раз-таки много, именно потому что он протестный кандидат. Он действительно, ну, давай будем честны, если бы там был не Алан, а там другой Аланов, то результат был бы примерно таким же. Общество Южной Осетии в большей степени не хотело видеть Бибилова президентом, чем видеть Алана Гаглоева президентом. Это же, я думаю, все понимают, да? Да, Я думаю, он сам прекрасно это понимает. да. И поэтому сейчас задача Гаглоева не столько доказать, что он имеет право здесь сидеть, потому что он не Бибилов, а он имеет право сидеть, потому что он грамотный руководитель. И вот это ему придется доказать. Так что он вполне себе может повторить судьбу самого Бибилова. Я напомню, в 2011 году он проиграл выборы, а через несколько лет он все-таки стал президентом, добился. И вполне возможно, что те люди, я же говорю, электоральное поведение граждан Южной Осетии, в принципе, непредсказуемо. А сегодня его выгнали,
Бибилова. Завтра опять вернется к власти. Сегодня все за Гаглоева, а вот через несколько лет его точно так же выкинут. Я вообще несколько лет не даю. Я думаю, что полгода, вот если за полгода не будут какие-то ключевые вопросы решены. Но опять же, вот на мой взгляд, как все должно происходить, исходя из даже такого здорового популизма, да, что Алан сейчас в первую очередь должен будет встретиться с семьей Джабиевых, это вот обязательно. Во-вторых, он должен будет создать комиссию, которая будет расследовать историю с границами и Цнелисом. То есть как произошла вот эта вся история. Дать ей правовую оценку. Вот это очень важно. Я думаю, что люди от него ждут, что он как-то в вопросе ввоза что-то решит, да. И обязательно, я просто от нескольких людей это слышал, и они прям просили: Алик, проговори это, да, что вот все выданные паспорта, которые были выданы на выборах, вот по беспределу, что все они должны быть аннулированы, потому что, люди, которые годами не могли получить паспорт, они просто возмущены от этого. Вот перед тобой сидит человек, который годами. Да, то есть это те паспорта, которые по указу они были, по-моему. Да. Там есть указ, наверное, на эту тему, потому что я другого объяснения не нахожу, и это, конечно, надо аннулировать, потому что, я думаю, сколько там тысяч-то? 1002-3? Я не знаю, вот раз. Да, это должно быть расследование. Да, это должно быть, естественно, и тоже что я расследование. самое главное не сказал, безусловно, какое-то публичное заявление Алана о армии, хотя бы какая-то подвижка, например, после встречи с Путиным о том, что армия будет расширена Южной Осетии. Послушай, я считаю, что можно воссоздать, я об этом говорил, воссоздать армию, даже оставаясь в рамках уже договоренностей бибиловских с Сурковым. Да? Создайте гвардию, создайте еще что-то, создайте более военизированное МВД. Если вот решить, то это можно. Японцы смогли под оккупацией фактически воссоздать армию, хотя им это было запрещено. И у них там всего лишь какие-то силы обороны. Но на самом деле эти силы обороны простые, и не армия толком, но они помощнее многих армий будут. Можно обойти это все. Оставаться в рамках договоренности, обойти. Да, пусть солдаты служат на 4-й базе, но мы вот можем сделать еще что-то. Люди есть, в принципе, готовы. Главное, чтобы было желание и возможности. А это, опять же, вопрос к экономике. Да, Олег, вот видишь, ты сам сколько пунктов перечислил, которые говорят о том, что на самом деле уровень ожиданий и требований к новому президенту, он очень высокий. Он реально очень высокий. А проблем, как я уже сказал, очень много. Скепсис есть у людей. Вот я с людьми общаюсь, и ты думаешь, что что-то поменяется. Вот очень, очень большой скепсис у людей в институте президентства Южной Осетии. Это абсолютно нормально, потому что у нас общество довольно-таки политизированное, и люди активно вовлечены в политику непосредственно. То есть в этом плане, знаешь, Южная Осетия — это как некий такой древнегреческий полис, где каждый гражданин был так или иначе вовлечен в политическую жизнь. Все как-то в это вовлечены, у всех там есть знакомые, кто где-то работает, депутат там или что-то в этом роде. И люди все помнят, люди все прекрасно на самом деле понимают. В голове сформулировалась цитата: «Осетины — исконно демократический народ». Исконно, не исконно, дело не в этом, но на самом деле сейчас мы как-то 12 лет жили без какой-то внятной стратегии на самом деле. Сейчас она нам нужна. Она нам нужна, нам нужно планировать мы на пару лет. На 4-й подкаст записываем и говорим про эту стратегию. 2-летний подкаст можно посмотреть. Знаешь как, это может показаться такими общими словами, но на самом деле это очень-очень важно, потому что как сейчас меняется мир, это создает для нас очень большие, очень серьезные угрозы для безопасности Осетии. Я говорю сейчас не о Южной Осетии, Северной Осетии, для безопасности Осетии. Когда мы говорим о реформе правоохранительных органов Южной Осетии и восстановлении вооруженных сил, то мы должны понимать, что эти вооруженные силы, они нужны не только Южной Осетии, да. Это они обеспечивают безопасность осетинского проекта на Кавказе. Осетинской государственности, этой государственности Центрального Кавказа, этот проект сейчас нужно развивать, потому что если мы будем развивать, то вы видите, как события развиваются. Кстати, про развитие единого осетинского проекта. Мы говорим сейчас о президенте, но ведь у нас есть еще ряд лидеров, которые сформировались в борьбе с Бибиловым, выковались, да.
Понятно, что Давид Санакоев, он давно в политике, но и сейчас еще и Гарри Мулдаров. И, на мой взгляд, это было бы очень прекрасно, если бы они сформировали какую-то реальную остинскую национальную партию. Причем хотелось бы видеть, что в этой партии было большое ядро людей из Северной Осетии, чтобы она была трансграничная партия. Ну, да, Гарри Мулдаров, он выходит из этих выборов с определенным политическим капиталом. Ну, Давида Санакоева все знают, он в политике давно. И он тоже, на самом деле, сыграл очень большую роль в том, чтобы власть сменилась. Ну, объективно это так, потому что вот все эти 3 года этим мотором парламентской оппозиции был он. Я думаю, депутаты парламента Южной Осетии, если они нас смотрят, они с этим согласятся. Поэтому, и мы, и, думаю, жители Южной Осетии, Северной Осетии будут смотреть за тем, что они будут предпринимать. Понятное дело, что понимаете, как в Южной Осетии сейчас ситуация такая, что не работают даже какие-то простые государственные процедуры. Что такое государство? Это какой-то набор процедур на самом деле, которые методично, однообразно должны исполняться. Когда ты говорил о том, что было такое беззаконие, что суды там какие-то легальные аргументы не принимали во внимание. Этого не должно быть. Чтобы этого не было, нужна нормальная парламентская оппозиция, нужен сильный президент, нужен сильный парламент. И я думаю, что и Алан Эдуардович, и все остальные понимают, что в одиночку всю эту ситуацию вытянуть невозможно. Никто бы это не смог сделать. И нужно сейчас объединяться, консолидироваться и работать как рабы на галерах. Буквально. Другого выхода нет. Я бы еще добавил к твоей мысли о том, что этот уровень синергии между севером и югом, который был достигнут благодаря... мне кажется, что все-таки дело Джабиева, оно получило такой отзвук на севере из-за дела Цкаева. Конечно. Да, поэтому говорю, дело Цкаева Джабиева, это однозначно. Да. Почти идентичными были. Да, абсолютно. Да, и этот уровень внимания, который был на севере сначала к делу Джабиева, а потом вообще к всей этой ситуации в Южной Осетии, он тоже, мы выходим из этих выборов с этим политическим капиталом. И действительно, этим новым политическим силам надо как-то использовать этот капитал хотя бы из чувства антагонизма к идеологии, как любят говорить, предыдущих властей, которая строилась буквально на 2 тезисах. Первое. Только мы сможем добиться того, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Второе. Северяне не должны лезть в дела южан. Это с 2011 года до буквально выборов, это были 2 главных тезиса. А потом, конечно, когда возникла необходимость в голосах в Северной Осетии, это чуть-чуть переигралось, но интернет все помнит, что называется. И хотя бы из чувства противоречия, я уже не говорю о всем остальном, хотя бы из чувства противоречия к той политике, сейчас у новых властей Южной Осетии есть уникально высокая узнаваемость, уникальная возможность черпать силы на севере для того, чтобы на юге изменять реальность, сложившуюся не совсем благоприятную для нас. Более того, скажу, что учитывая сложную экономическую ситуацию вообще в России, я думаю, что найдутся люди с севера, которые захотят, если вдруг, например, будут проведены, налоговая реформа на юге Осетии, да, если там будут выделяться какие-то гранты на поддержку сельского хозяйства, то я даже не сомневаюсь, что довольно... То есть уже сложно говорить о том, что там большой отток населения с юга на север. Вполне вероятно, что с севера на юг очень много кто поедет, особенно в текущих условиях, когда все понимают, что перспективы довольно сложные. А на юге мы можем эти мрачные перспективы хотя бы смягчить нормальным налоговым законодательством и нормальной работой поддержки фермерских хозяйств. Да, если ты постоянно об этом налоговом законодательстве говоришь, я понимаю, почему это ближе к сфере твоих интересов. Действительно, да, такое маленькое государство во всех смыслах, и с точки зрения количества населения, и с точки зрения территории, действительно не нуждается в таких сложных сложных кодексах. Да. Это надо все упрощать, что-то ликвидировать, что-то добавлять, но... кодексы нам не нужны. Да. Все должны понимать то, что Южная Осетия — это про легкость ведения бизнеса.
И безопасность. Это Да, главный- и безопасность, главный естественно. Вопрос — это безопасность. И тогда действительно потянутся инвестиции. Почему бы и нет? Слушай, тут знакомая девчонка недавно была в Южной Осетии впервые, там, по каким-то православной линии, впервые туда поехала. Она была в таком шоке. Я, говорит, я, говорит, почувствовал, что это мое. Сама она живет в Северной Осетии, и ее мысль была такая, что ну, даже природа там отличается от гораздо более суровой здешней. Там она мягче, там более леса какие-то более пушистые. Альпийские Да, луга, да. да. И что там можно с этим работать. Там есть полезные ископаемые в Цнелисе. Кстати, были полезные ископаемые, которые могли сыграть определенную роль в восстановлении экономики республики. И сейчас непонятно, какой к ним будет доступ. Просто власти Южной Осетии прошлые, они проморгали, хотя они не проморгали, им это говорили, они просто закрыли на это глаза, да, это вот более правильное выражение, на ситуацию в Цнелисе, хотя там были важные ресурсы для Южной Осетии. Там есть все возможности, нужно просто создать условия. Возможности есть, условий нету. И вот эта работа, которую надо делать вот сейчас, как говорит Суслан, вот сейчас надо это делать. У нас не так много времени в Южной Осетии. Да, есть еще вот один важный вопрос. Это международное позиционирование республики, который приобрел актуальность вот в свете последних событий. С этим тоже нужно, ну, скажем так, что-то делать. У нас есть хорошие молодые ребята, которые знают иностранные языки. Они в МИДе работают, есть, которые нигде не работают. Я думаю, что вот их будет иметь смысл привлекать еще вот по какой причине. Наверное, 3 главных запроса, которые есть сейчас вот у граждан Южной Осетии. Это запрос, в первую очередь, на законность, потому что люди на самом деле устали от беззакония. Когда вот законы не работают, это плохо для всех. Это хаос. Да, на самом деле. Запрос на справедливость, безусловно. Вот это было на самом деле лейтмотивом этой кампании. Вот это понятие расчина, оно звучало постоянно, потому что люди, когда нету справедливости, люди это чувствуют инстинктивно. Даже если они вот не могут это проговорить, они это ощущают. Ну и третий важный запрос – это запрос на компетенции и профессионализм. Он в нашем обществе, к счастью, очень высок. И люди ждут там каких-то новых лиц, и люди ждут компетентных управленцев. Это главное. Я к этому добавлю, что, ну вот я вижу, как молодые ребята, там, которые учатся в МГИМО, у которых корни из Южной Осетии, да и из Северной Осетии разницы нет. Не только МГИМО, Да. почему ты МГИМО Да, выделяешь? ну просто вот оттуда пару персонажей есть, которые прямо в сети активно ведут работу потом именно по нормальному качественному разъяснению кейса Южной Осетии. Почему Южная Осетия имеет право на государственность, чем Южная Осетия отличается от нынешней ситуации в ДНР, ЛНР и других новообразованиях, да, какая взаимосвязь историческая между Южной Осетией, да, и Россией, как она формировалась, да, какая взаимосвязь между южно-осетинским кейсом и абхазским кейсом. То есть они занимаются этой работой, они постоянно, ну вот сейчас, особенно на фоне того, что происходит на Украине, мы часто слышим из Грузии заявление, что вот когда-то с нами точно так же поступила Россия. На что им вот эти ребята сразу ссылку на документ ЕС, да, где говорится, что первыми на население Южной Осетии, на Цхинвал, напала Грузия. Ты про доклад комиссии Талевини говоришь. Да. Я не могу понять, почему этим занимается наш МИД. Вообще, чем наш МИД занимается, да, потому что... Да, мы сейчас уйдем в сторону, Алик. Да, ну это ладно. Такая Я не вижу разъяснительной работы Это просто. Алик говорит про частный случай системной работы, которую не Да, я не проводить. вижу системной работы по разъяснению, что такое Южная Осетия, почему она имеет право на Это существование. Системность — это важнейшее понятие, то, чего нам не хватало. Вот сейчас нужно заниматься системным развитием республики, и нужно, наконец, заниматься политикой. Вот Алан Эдуардович Гаглоев и вот нынешние там элиты Южной Осетии, они наконец должны начать заниматься политикой, потому что мы этого вот последние годы просто не видели. Если мы политический субъект, соответственно, как бы у нас должна быть своя субъектность, и нужно заниматься политикой. Да, на севере политикой нельзя заниматься, а вот на юге можно. Можно, но осторожно, да? Да. Ну да, политикой внутренней и внешней. То есть вот на самом деле позиции Южной Осетии в Москве, они как-то не то что пошатнулись, но стали похуже за последние годы. И там и уровень контактов, и возможности свои нужно расширять. То есть работы очень много, очень много.
Да. И привлекать состоятельных Ну, представителей астинского народа для развития Южной Осетии. ну, это, знаешь, как это вот возвращаясь к твоему тезису, состоятельные представители астинского и любого другого народа, Ну да, они да. сами будут привлекаться, если им это будет выгодно. То есть от этого должна быть какая-то польза, пайда, что называется. Иначе вот на там патриотизме каких-то таких вот идеалистических чувствах, ну, это все не работает. Ну, Практика как это мы показала. увидели с историей с Булоевым, это закончилось довольно печально. История с Нет, Ванеевым. почему? А Ванеева? Она, я не скажу, что печально, Она не просто печально закончилась. это форма гуманитарной помощи. Это Абсолютно, не... да. Во-вторых, ну, вот ты назвал Таймураза Булоева, назови еще кого-нибудь. Ты никого не назовешь, потому что других Балоев таких... и Ванеев. Ну, Ванеев, к сожалению, видите, Да, да, да. чем это закончилось. Обанкротился, По да. сути, там сейчас вот какое-то работающее производство, это Балоевское. Да. Ну и все. Но это исключение, которое только подтверждает правила. На самом деле, тут нужно именно бизнес-среду соответствующую выстроить. Тогда я нашим зрителям поясню, что это вот такой короткий подкаст, обширный подкаст мы сможем выпустить после того, как произойдет, наверное, инаугурация, после того, как будут намечены какие-то ключевые направления, будут сделаны первые шаги, которые полноценно можно будет обсудить. А сейчас это просто лишь фантазии. Да, я думаю, что нам вот под конец подкаста нужно, во-первых, поздравить Алана Гаглоева, да, безусловно, с победой, очень яркой Да. победой. Поздравить с победой, там, пожелать удачи и призвать, опять же, там и общество Южной Осетии, и политические силы Южной Осетии как-то вот консолидироваться вокруг нового президента и оказать ему всяческую поддержку, потому что если этого не будет, это будет ненормально. Если человек будет в процессе работы показывать, что он движется в правильном направлении, то не поддержать его, для меня это вот ненормально на самом деле. Поэтому нужно сейчас объединиться, консолидироваться и вот уже двинуться вперед. Да, только добавлю, что пятая колонна прошлых властей будет совершать диверсии, так что... Опасный термин не используешь. Да. В кавычках, Да. ладно. На самом деле это хорошо в каком-то смысле, что у Алана будет такая серьезная оппозиция. Будет расслабляться, Да, да. И, опять же, желаю удачи. Я надеюсь, что он не пойдет по пути своих предшественников. И я еще хотел бы сказать, что у меня отдельное пожелание и все-таки оппозиционным депутатам Гарри Мулдарову и Давиду Санакоеву, что вот Ну и другим ты называй там Да. Роберта Устаева, Айва. и Замбулата Медоева. всех Ты выделяешь. всех хотелось бы призвать к тому, что вот сейчас они свою активность не снижали, да, потому что ваша работа тоже была важна, и она остается важной. Поэтому, пожалуйста, я хочу наблюдать за вашей активностью в парламенте с большим удовольствием и с большим желанием. Всего хорошего. Чебахут.